Добрый вечер, дорогие телезрители. Четверг, простите, 19:45, и вы в эфире национального телевидения смотрите программу «Народный контроль». И на этой неделе мы озаботились проблемой, вопросом, который касается на самом деле многих из нас. У многих из нас родственники находятся в больницах, сами мы зачастую становимся пациентами лечебных учреждений. И немаловажный, конечно, фактор нашего пребывания – это организация питания в лечебных учреждениях. И буквально где-то в начале декабря усилиями наших некоторых коллег были подняты вопросы, возможно, остро подняты вопросы, возможно, не в той форме подняты вопросы, об организации питания в одном из крупнейших лечебных учреждений – Республиканской больницы номер 2, это Центр экстренной медицинской помощи. Мы, исходя из принципа нашей программы, своего рода контрольной закупки, решили неделю назад, инкогнито, представили, скажем так, позже, просто прийти и сказать: вы можете нам показать, как кормят у вас в больнице. Смотрим видео. Ну, перефразирую классиков Ильфа и Петрова: Бог сегодня послал капустный салатик с горошком, уху из свежей рыбы, котлеты мясные, паровые, получается, макароны отварные, соус основной, пюре из гороха и компотик из сухофруктов. Мы рассматриваем только обед. Обед, который приходится на четверг. Вот идет раздача обеда. Старшая медсестра. Это совершенно рутинная операция. Каждый день такое происходит, да? Салат, капуста. Пюре. С горохом. Да, рис. Рис отварной. Рыба на молочном соусе. Рыба в молочном соусе. Ну, говорят, что колбаса входит по приказу Министерства здравоохранения в количестве 24 граммов. А в РБ-2 данная, скажем так, норма, учитывая наши климатические особенности, доведена до 100 грамм. Так что, в принципе, я ничего против лично вареной колбаски не вижу. Ну, жареная вареная колбаса, она бывает в рационе многих, там, столовые и так далее, да, обычного питания. И вот та самая зубровка, впрочем, опять же, перефразирую классику: рыбка, котлетка, макарошки и салатик вот этот самый с горошком, да. Есть у меня карманная велосипедная команда, да, Игорь Петров и Сергей Алексеев, не дадут мне соврать, которые участвовали в крупных гонках Трансбайкал. Это было то ли в 2012, то ли в 2013 году. Так вот, с ними тогда находилась команда «Катюша», это очень известная велосипедная команда, и рацион питания вот на период гонки у них в основном составляли макароны с сыром. Они их буквально пожирали килограммами. То есть это по своему опыту даже знаю, что вот когда на привалах и так далее, ну, сами посудите, там, километров 200 с нагрузкой пройти по гористой местности, и силы восстанавливает вот именно макароны отварные с маслом или с сыром. Решили сравнить, что вот неотложная кардиология, приехал тот самый контейнер. Мы сейчас просто посмотрим в сравнении, то ли не спец ли рацион, скажем так, не как представители СМИ предоставили. Вроде бы то же самое. Сейчас посмотрим. Дайте бедный, да? Приступай, Николаевич. А старый ты хочу есть? Ишуэ. Бән қата жа? Нұрқаянскай. Отол балық әт кемдетен қайда? Кыдят кеге басы. Ото эдердер қайда тулу яқтары? Яғына. Киммет ариен көрі атты. Бұл анара тоқтан келбітту, атын дуде көрі өрігінің. Стаканlar bilmem ne. Вот в отделении то же самое, что мы продегустировали внизу в пищеблоке. Ну, товарищи гости, я в первую очередь, прежде всего, у представителей РБ-2
Прошу прощения за настойчивое, возможно, внимание моих коллег, общественности, которые после вот данных публикаций, оно было, ну, возможно, оно было оправдано еще раз, да, и возможно, что оно послужило хорошей отправной точкой к, возможно, реальному улучшению организации питания, которое в первую очередь, конечно, зависит от финансирования организации питания. Да? И вот тот рацион, который, ну, как нам ваши коллеги сказали, это 167 рублей получается, да, это, ну, согласитесь, что это на самом деле недостаточно для того, чтобы, ну, считать, что в полной мере там, на 5 раз и так далее обеспечен. Но для сравнения я хочу показать, вот в социальных сетях после моей публикации было достаточно такое широкое обсуждение, и хотелось показать рацион питания в одной из не самых дешевых платных клиниках Южной Кореи. Вот типичный обед в клинике Южной Кореи. Да? Ну, брокколи, отварная и все. Иногда говорят, вот пользователь Дмитрий Самохин социальных сетей, иногда говорит, заливают таким очень слабосоленым бульоном, и это называют овощной суп. Ну, то есть, по идее, скажем так, перефразируя Остапа Бендера, да, Бог послал вам вдвое больше, чем получает пациенты. Давайте немножко, поскольку здесь все профессионалы, да, об организации лечебного. Вообще, лечебное питание, питание в лечебных учреждениях, на каких принципах основывается? Ну, давайте виновника торжества первым попросим. Добрый вечер. Ну, наше лечебное учреждение, лечебное питание организовано согласно приказов, постановлений правительства Республики Саха-Якутия, постановлений правительства Российской Федерации, на основании приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации и норм питания, лечебного питания, где все регламентировано, сколько белков нужно, сколько жиров, сколько углеводов должны мы кормить, скажем, да, наших пациентов. Имеются различные столы, где какие по заболеваниям пациентов. Поэтому у нас все это предусмотрено, но есть, скажем, нормы финансирования, от которых мы никак не можем, скажем, прыгнуть выше, ниже. Все это проверяется, неоднократно проверяется. Через Госкомитет по торгам все это проходит, в частности, в нашем лечебном учреждении. Про других лечебных учреждений мы сказать не могу. Есть различные формы бюджетных организаций, да, и у каждого свои нормы финансирования. Мы исходим этих финансирования. Гаврил Юрьевич, ну, получается, на самом деле РБ-2 это лечебное учреждение категории, определенной категории, да? То есть это крупное республиканское учреждение, которое входит в первую категорию, да? Третью. Третью, это самое высшее получается. Это уровень лечебных учреждений, они разделяются на 3 уровня. Третья, вторая, первая. Самое высокое это 3-й уровень лечебного учреждения, где относятся наши, ну, самые большие лечебные учреждения города Якутска и республики. У них, ну, скажем, финансирование зависит от сколько зарабатывает, скажем, лечебное учреждение. Зарабатывает, скажем, да. Ну, это считается, что медицина бесплатная, но каждое лечебное учреждение зависит от клинико-статистических групп, которые проходили через эту больницу. На основании этих клинико-статистических групп идет финансирование той или иного лечебного учреждения. В нашем лечебном учреждении эта норма идет 2,7% от всего объема того, что поступает к нам финансовые средства. И это должно идти на лечебное питание. И это составляет порядком где-то около 47 миллионов рублей в год. 47 миллионов в год. В год. Факт, который вот сейчас... Правда ли, что объявлен конкурс на питание лечебного учреждения, вашего конкретно лечебного, который, ну, фактически уже открыт? Торги объявлены? Да. На следующий 2018 год мы уже объявились, чтобы начать питание с начала года. Поэтому
желающие, кто может участвовать, естественно, могут участвовать на этих торгах. Это нами не контролируется. Это контролируется федеральным законом 44-м, где все требования, естественно, все это проверяется, какие требования должны мы предоставлять. И каждый желающий может участвовать на этих торгах и организовать лечебное питание нашим, в частности, нашим лечебным учреждениям. Какова сумма аукциона? Ну, сейчас точно не скажу, но в районе 47 миллионов. 47 миллионов, да? Ну, в районе 50 миллионов. Вроде Да. неплохая, скажем так, сумма, которая, возможно, и является каким-то определенным фактором в той волне, скажем так, публикации и так далее. Вопрос номер 2, который исходит, опять же, из тех же публикаций. Давайте я сначала все острые расскажу, потом дам. Почему именно Медфуд? Он выигрывает у вас, он выигрывает, извиняюсь, у вас, выигрывает в других лечебных учреждениях. Давайте вот немножко раскроем тайну. Что такой всемогущий Медфуд, кто это такие и что и с чем подают нам? Давайте, Евгений. Добрый вечер всем. Хочу рассказать немножко о нашей компании Медфуд. Медфуд – это компания, которая работает практически по всей России. Это и Чита, это и Великий Новгород, и Старая Русса, Москва. Ну вот с 2008 года эта компания работает на территории Республики Саха-Якутия, ну, в частности, в городе Якутске. Ну, компания довольно-таки стабильная, уверенная в себе, скажем так. И лечебное питание, наше лечебное питание основывается на федеральных законах 330 от 2003 года и 395 закона Минздрава 2013 года. В 2008 году компания потратила около 30 миллионов на реконструкцию пищеблока и приобретение нового оборудования. Это конкретно в РБ-2, да? РБ-2 конкретно, да. Кроме РБ-2, вы какие организации еще обслуживаете? Здесь, в Якутске, мы обслуживаем РБ-1, офтальмология, Возная больница, да, и онкология. онкологический диспансер. Онкологический диспансер, да. Ну и планируем расширяться здесь в Якутии, в городе Якутске. Также. Ну, то есть в этих торгах, которые объявлены по РБ-2, на следующий год вы намерены участвовать? Да, однозначно. Однозначно. Хорошо. Инга Ивановна, вы имеете тоже опыт, скажем так, организации питания уже в другом лечебном учреждении. Да? Наши местные поставщики, насколько они конкурентоспособны по сравнению с представителями Москвы? Ну, Здравствуйте, добрый вечер. Перед тем, как объявить аукцион, мы должны собрать коммерческие предложения. Их должно быть у нас минимум 3, максимум 5. Вот мы пытались собрать эти коммерческие предложения и собрали от 2 организаций, помимо Медфуда, и они нам предложили стоимость за питание одного пациента за 1 койко-день 600 рублей. 600 рублей. Они оказались не конкурентоспособны против Медфуда. Медфуд нам предложил стоимость в прошлом году около 400 рублей за 1 койко-день. Это в день получается? Да. То есть вот эти 167 рублей – это стоимость одного обеда получается? Да? Вот, Я говорю со это всеми питание. затратами. Со всеми затратами? Питание только 167 Только рублей. питание? Угу. А туда и входит и аренда, и электричество, и все. То есть все зарплата работников. Все это совокупно может выдавать эти 400 Да, рублей. да. 400 рублей в день. Хорошо. То есть это стоимость только продуктов питания, приготовленных и поданных пациентам, получается, лечебное учреждение. Хорошо. 600 рублей. Как вы думаете, можно ли достичь того уровня финансирования, когда наши пациенты наших республиканских лечебных учреждений могут рассчитывать вот на питание по такой ставке? Ну, при повышении тарифов по ОМС это вполне возможно. При повышении тарифов Да. ОМС. О. Финансирование же идет с ОМС. Угу. Ну, мы тоже, вот как Республиканская больница номер 2, имеем право как бы тратить деньги на питание в рамках финансирования. И никуда от этих рамок мы деться не можем. Мы кормим в год на 280 тысяч койко-дней. По 24 лечебным столам. У нас и дети, и роженицы, и родильницы, и взрослый контингент.
У нас объемы намного больше. Ясно, хорошо. То есть, по идее, вы говорите, хорошо, что есть Медфуд, который поставляет нам, по разумной, скажем так, цене, на сегодня и позволяет нам находиться в сожалению. русле, которое определено, скажем так, действующим законодательством. Так, во сколько у вас подают ужин? У нас ужин Медцентре? подают с 5 до 6. С 5 до 6. Да. У вас? То же самое. То же самое. Почему вот такое явление, скажем так, авторы вот этого заявления, они сетовали на то, что слишком рано это 5:30, и вообще больных нужно кормить где-то в районе 9 часов. Мы кормим и в 9 часов. У нас бывает 6-разовое питание. У нас есть пациенты, которые питаются 6 раз в день. Это, например, питание для пациентов с сахарным диабетом, 9-й лечебный стол. И бывает и в 9 часов питание. И в 9 это часов. все осуществляем, да. То есть, 6 часов, 9 часов. Это не связано с тем, что персонал хочет все себя скинуть, умыть руки человеческий фактор и пойти всегда домой. есть. Всегда есть. Да. Но это среднее время, 5:30, среднее время в лечебных да. учреждениях, где общий стол, когда подают ужин. Да? То есть вот эту главу можно, скажем так, уже зачеркнутой посчитать. Да? Представители центральных районных больниц, вот у нас в студии тоже, по сравнению, вы работали и в столичных учреждениях, да? И потом перешли руководителем Амгинской районной больницы. Как там, мясо жирнее или нет все-таки? Добрый вечер. Но так сравнивать, что мясо жирное вообще для больного человека, это абсолютно не полезная вещь. Это мы все знаем, наверное, как медики, да? И поэтому, чем оно не жирнее, тем оно полезнее. Потому что для того, чтобы человек выздоравливал вовремя, и чтобы у него компенсаторные механизмы включились для выздоровления, нужно так, чтобы человек не ел плотно. Только для поддержки. Вот это вот первое, что должны не забывать медики вообще, да? И поэтому, исходя из этого, все нормативы, все вот эти приказы Министерства здравоохранения, они вытекают из этого. Какое питание рациональное, какое питание будет лучше для выздоровления человека. Из этого исходит состав белка, жиров, углевода, всего питания, которое есть, когда человек питается именно лечебным питанием. То же самое лечебное питание мы рекомендуем после выписки, эти так называемые диеты. Но диета, она состоит, опять же, чтобы не было больше углевода, слишком много, да. И каждая патология, она требует свой стол, свое питание, все свои нормативы. И еще я хотела бы сказать по питанию, да, что суммы, если бы финансирование было бы больше по ОМС, это тоже я бы не согласилась как руководитель, потому что действительно все наши тарифы, они формируются по клинико-статистическим группам. И мы должны систему, да, всего фонда, которые зарабатывает больницы, да, лечением больных пациентов, оно должно составиться в соответствии 60% из всей суммы у нас должно идти на лечебные препараты, на лекарства, на расходные материалы. Это все, что, допустим, реактивы на анализы, рентгеновские пленки и так далее, и так далее. Да, бинты, мази, препараты, уколы, инъекции. 30% у нас должно идти на питание. А 10%, которые остаются, это уже на мягкий инвентарь. То, что халаты медикам, белье, постельное белье, подушки, матрасы и так далее, и так далее. Из этих соображений мы составляем вообще экономию. Экономию же мы составляем уже заранее, за год, как мы должны вообще лечить и предоставить свои медицинские обслуживания больных людей. Поэтому вопрос того, что жирное мясо или не жирное. Давайте переиначим вопрос. Вы имеете опыт работы и с аутсорсингом, да, в республиканском учреждении, и своими силами. Где полезнее, где выгоднее? Давайте так, очень коротко. Сравнение, я бы сказала, 1,5 года назад я приехала в район работать главным врачом, и я почувствовала, что намного лучше, если мы перейдем на аутсорсинг. Если бы в районах действительно были бы такие компании, да, пищевые комбинаты, которые могли бы предоставить питание для больных людей, это было бы намного лучше для лечебных учреждений. Буквально сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, мы вернемся к теме лечебного питания. Не расставайтесь.
Как всегда, в рекламном перерыве у нас обсуждение происходит живее всего, и мы тут договорились до того, что якут трава не ест. И наверное, вот те обращения граждан, когда говорят, ой, плохо кормят там и так далее, они исходят из личных пристрастий на самом деле. Да? То есть кому-то не нравится капуста, а на самом деле капуста это витамин, сказал великий Хашимин. Ну, что-то такое было в нашем глубоком детстве. Да? Мы продолжим давайте все-таки аутсорсинг или свои средства. Давайте докончим мысль, потом перейдем к мнению целого федерального диетолога, да. Ну, аутсорсинг – это вот когда вот эти услуги по питанию предоставляет организация какая-то, да? То есть вот больница как бы освобождается от всех тех функций, зарплата работникам, вот содержание, да, вот работников, потом электроэнергия, которая туда уходит. Больница должна сама выкупать все продукты, которые вот должны идти, да? Потом дальше все это готовить, довести до больных, и чтобы они были удовлетворены. Да вы на одной электроэнергии разоритесь просто. Конечно. Приобретение оборудования. Приобретение оборудования, посуды, вот этой всей, да. А при аутсорсинге вот эти вопросы снимаются с больниц, мы передаем все это той организации, которая вот выиграла по конкурсу. И еще вот хочу добавить, обязательно вот существуют у нас нормативы по ценам, которые вот по питанию. Для детей одна сумма, для взрослых другая сумма. Тоже, которая регламентирована всеми законами, постановлениями. Мы просто вот эти цифры, цены с потолка не берем. На сегодняшний день вот норматив, да, на детей 290 рублей только вот на питание, без этих всяких разных других растрат, да, а на взрослых 320 рублей на взрослых. Поэтому вот из этих цен мы объявляем, например, конкурс, собираем вот эти, когда мы собираем все перед конкурсом, да, ПК, там, например, могут, допустим, некоторые фирмы снизить до 167 рублей. Вот и выходит. Но на самом-то деле они все равно должны кормить за сумму, которая есть в нормативе. Поэтому вот выгоднее будет, все равно выиграет, когда выиграет тот, кто выставит меньшую сумму. То это будет, конечно. Есть отличие от объявленной и, скажем, де-факто, которые... Да. Товарищи организаторы вот, лечебного Но мы питания, вот да? эту пищу, которую предоставляет фирма, обязательно все равно контролируем. Снимаем пробы, сдаем в Роспотребнадзор и так далее, как все положено. Санитарно-эпидемиологические нормы, все это вот. Часто бывает Роспотребнадзор у вас? Ну, Роспотребнадзор у нас вообще сейчас по графику 2 раза в год обязательное. Если какие-то сигналы, то сразу не приходят. Незамедлительно. Да. Наши самые главные помощники. Положа руку на сердце, да, товарищи организаторы питания, все-таки издержки 44-го закона, они есть или нет? То есть не примешивается ли тут какой-то остаточный принцип? Кто дешевле предложил, тот и выиграл там. Все-таки. Может, без него было бы как-то лучше? Без конкурсов? Да. Без конкурсов, чтобы мы сами выбрали? Да, объявили вот сумму и все, сами выбрали. Ну, если без конкурса, то я думаю, что все, может быть, пришли, и не имеющие образования и так далее, и так далее. Ведь у тех пищевых комбинатов, которые вот в конкурсах участвуют обязательно, вот, когда проверяют документы, там смотрят и сертификат на поваров, и квалификация этих работников. Все же там учитывается. Поэтому я считаю, что конкурс должен быть обязательным. Ульяна Михайловна, наши читатели, наши пользователи социальных сетей, читатели, зрители, они очень много ссылок в вашу сторону. То есть, ой, да у них там по цифрам все нормально. Жиров столько-то, там углеводов столько, белков столько и так далее. Все у них норма, а на деле все это выглядит очень скудно и непривлекательно. Давайте вот все-таки из чего складывается вот тот необходимый рацион, да? Мы все посмотрели, вот макароны, я пример привел. Команда велосипедно-профессиональная, да, которая на супернагрузках сидит, она жрет макароны одни. Но если кому-то не понравились то, что макароны, пусть с маслом, да? Ну, давайте, вот ваше мнение, как диетолога. Ну, во-первых, добрый вечер. Организация вот, лечебного питания в больницах
да, регламентируется сейчас, вот говорили, что регламентируется законом, но есть федеральные приказы, да, Минздрава Российской Федерации о совершенствовании лечебного питания в больницах, лечебно-профилактических учреждениях. Это 330-й приказ, который основной, да, и 395-й приказ о нормах питания. В зависимости от специфики больницы, вот сейчас мои коллеги тоже говорили, вот, например, вторая больница, Центр экстренной медицинской помощи специализируется совершенно на определенной медицинской помощи. Первая больница, республиканская, тоже на другой специализируется. И поэтому в зависимости от этой специфики, например, Инна Ивановна сказала, что 24 вида диетических столов формируется у них в больнице. В больнице второй тоже свои 18-20 столов, потому что по 330 приказу вообще имеется такие стандартные столы, да, это столы диетические, стандартный стол, например, с высоким белковым компонентом, стол с высокой энергетической способностью, например, да, и 5 таких столов. Примем, да. Давайте телефонный звонок. Давайте, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросить, почему местных поставщиков никого нету? Почему ни одного оппонента нету? Одни Минздрав стоит, врачи стоят. Почему вот так все делается? Все однобоко все делается, что ли? Да, наверное, это все-таки еще раз. Мы попытались объяснить, что почему местные поставщики не выигрывали конкурсы. Они объявляли цены в 600 рублей, когда как норматив получается 400 рублей. Да? И еще раз, кто выигрывает? Медфуд. Кому претензии? К Медфуду. Почему их не позвать, чтобы они сами не ответили на вот те претензии, которые звучали со страниц периодической печати, и в соцсетях, и в различных других публикациях? Оправданная логика? Оправданная. Давайте вот так вот не реагировать. Местные поставщики, еще раз, тут специалисты просто сказали, нет у нас местных поставщиков, которые готовы конкурировать с Медфудом. Я не оправдываю никого, я не вытаскивал вот эти вот оправдываться, давайте за Минздрав и так далее. Не было такого. Давайте, Ульяна Михайловна, или... На самом-то деле вы ошибаетесь. На сегодняшний день есть еще Якутский пищевой комбинат «Холбос», который тоже активно участвует. И он тоже выигрывает конкурсы. И вот детскую инфекционную больницу они кормят. Но к ним-то претензий не было. Ну нет. Ну, они к ним было, да? Ну, логика есть? Но... Есть. Согласитесь? Ну, не знаю. Есть. Но кормят лечебных хорошо. учреждений очень много в городе Якутске. Да. Из них только 4 Медфуд как бы обслуживает. И они выиграли согласно федеральному закону 44-му, где мы не их выбирали, мы просто вывешиваем, кто хочет участвовать, тот и будет участвовать. Пусть участвует. Ну, Это же побеждает наоборот хорошо. Когда много этих конкурентов, да, это наоборот хорошо. Это очень приветствуется. Если они есть, то пусть участвуют. Нет, тут все-таки взыграло мое, скажем так, профессиональное самолюбие, которое почему действует однобоко и так далее. Все-таки я хотел бы продолжить мысль Ульяны Михайловны. Прошу. Да. Есть, например, дальше выступление по поводу вот того поступившего вопроса, да, и предыдущего вопроса, который был задан вами. По линии Министерства здравоохранения ежегодно формируется отчетность, да, и в этой отчетности мы с прошлого года, с позапрошлого года начали формировать среди лечебно-профилактических учреждений о фактическом, например, обеспечении питанием. Да? И практически, хотя мы сейчас в данное время проводим политику здорового питания в части обеспечения натуральными нашими продуктами из местных производителей, да, из местного сырья, это есть. Но тем не менее, на сегодняшний день, в зависимости от того финансирования, наверное, да, или от тех подходов, которые перед нами стоят, натуральная продукция, даже не натуральная, местных производителей продукция, да, соответствует где-то около 20%. Да? И среди них хлебобулочные продукты, колбасы, колбасные изделия, в принципе, вот в эти 20%. А почему молочки так мало, кстати, в лечебных учреждениях? Что? Молочки мало. Молочных?
Ну, вообще в рацион это вот больного, да, должен формироваться чем разнообразнее, тем лучше. Вот и туда, в этот рацион, должны входить все группы продуктов. Это начиная от мясных продуктов, рыбных, хлебобулочных, кондитерки, крупяных изделий, макаронных изделий, тех же самых пресловутых, да, они все должны входить. И в зависимости от суточного распределения обеспечения питанием, ну, кормления, да, формируется, например, каждый утром завтраки, второй завтрак, обед, полдник и ужин. В соответствии от различной специфики больниц формируются по-разному. Да? И есть вот 3 раза те, которые производят кормление в больнице, 4 раза, 5 раз, 6 раз, и практически можно и побольше. Да? И плюс еще туда входит и энтеральное питание тех больных, которые как раз относятся к специфике второй больницы, экстренной медицинской помощи. Еще один звонок, давайте примем. Говорите. Алло. Да. Добрый день, да. Добрый вечер. Меня зовут Азарова Альбина Владимировна. Очень Я приятно. одно время работала директором медфуда. И у меня вот такой вопрос. Я вот как директор видела, что продукты поступают хорошие, готовы в полном объеме, соответственно, столы, которые 9-й стол, диетический стол, 15-й стол. Но у нас самая главная проблема питания в том, я как специалист посмотрела, мы отдаем на раздаче по отделениям. Но когда я сама случайно попала экстренно в РБ-2, у нас в палату не принесли ни масла, ни сахара, который выдается непосредственно больным. Вот у нас не хватает раздатчиц, которые нету контроля за конечным доведением вот этих продуктов приготовленных и вот этих норм до больных в связи с тем, что у нас не мы раздаем, а раздают палатные сестры там какие-то. Вот у меня вот такое замечание. Поэтому всегда были в нашу сторону нарекания, мы ходили, разбирались, проверяли, часто находили то, что, извините, под столами спрятанное масло, спрятан сахар, спрятана заварка. Вот. Ну, это в нашу сторону, походу. И же практически 2 раза в месяц мы проводим анкетирование пациентов, чтобы узнать, выявить все эти проблемы, которые, возможно, есть. Скажем, из 100 анкет 76% пишут, что у нас организовано отлично или хорошо. Это о чем-то говорит, о том, что питание, ну, я лично считаю, что организовано не на плохом уровне. Хвалят больше всего ваши каши, кстати, те, которые каши варятся, наши, а и разнообразие, и вкусовые качества, и, кстати, лечебное может быть вкусным, Лена Михайловна? Может. Может. И даже не Мы то, же что привыкли, может, что вкусное оно это шашлычок. должно быть вкусное. Обязательно должно быть вкусное. По поводу каш, да, это поставщики сложных углеводов, и поэтому каши разнообразные обязательно должны быть в рационе. Продолжение вот коллеги выступления. Вообще ответственность за организацию питания ложится в лечебно-профилактические учреждения. И поэтому вот этот механизм, да, производства, передачи, да, формируется в больницах самими. И поэтому медицинские работники того или другого лечебно-профилактического учреждения, они имеют право и должны участвовать во всем механизме продвижения организации питания. Контроля. Контроля и организации питания. То есть в любом случае какая-то степень общественного контроля, какая-то степень народного контроля, даже в этом процессе она должна обязательно присутствовать. И, в принципе, представители РБ-2, скажем так, с пониманием относятся к тому вниманию, которое в последнее время было уделено вашему лечебному учреждению. Конечно. Да. Потом у республиканской больницы номером 2 есть то, что
вот приказом, да, 330-м регламентируется организация, например, вот хорошего питания, ну, организация питания в этой больнице, и есть и совет по лечебному питанию, есть бригада нутритивной поддержки приказами уже давно, и есть диетолог-врач, и есть диетическая сестра. В принципе, вот та мощность, которая есть у них, потенциал, который есть, в принципе, могут организовать хорошее питание на местах. На самом деле, подытоживая, буквально наше время уже близится к концу, подытоживая наше общение сегодняшнее, я бы хотел заметить одно. Те участники обсуждений, которые вот в интернете, в социальных сетях к нам подключились, они разделились на два лагеря. Да? Возможно, все-таки дело, наверное, в личных пристрастиях. Еще раз, мысль, которую я... Если дома человека кормили разносолами там, с утра до вечера, первое, второе, третье, компот из свежайших фруктов там, и так далее, то, попав в лечебное учреждение, возможно, он почувствует некий диссонанс с тем, что он привык получать дома. Да? И начинается, ой, жена, привези то, ой, жена, привези это. Да? Согласны вы с этим? Согласны, да? Согласен. И все-таки по части того, что многие пользователи говорят, да нормально, отстаньте вы от них. Нормально там кормят, там и каша хорошая. И потом все-таки не на курорт же попали, да? Лечебное учреждение. Я вот почему назвал? Обычная больничная еда. Я тоже много раз бывал и питался в больницах. Еще раз говорю, обычная больничная еда. Товарищи зрители, уж поверьте мне, обычная больничная еда. Уха, ну такая, уха как уха, но чувствуется, что рыба и так далее. Котлета, возможно, там соус какой-то, да, может быть жидковатый, но котлета с соусом. Макароны. Я с удовольствием ем макароны, да, и не только по той причине, что это огромный источник углеводорода. Присутствующие все не дадут соврать. Над ними, над всеми висит вот так вот дамоклов меч прокуратуры. И не только прокуратуры, да? Других надзорных органов, которые шаг влево, шаг вправо сочтут, никто из вас, ну согласитесь, сесть не хочет. Конечно. Согласитесь тоже, да? И поэтому, но все-таки потенциал к улучшению, нет предела совершенству, есть возможности, в том числе и за счет включения совершенно иных механизмов распределения вот тех финансовых средств, которые поступают из крупных фондов и так далее, да, улучшить, на деле улучшить лечебное питание в наших лечебных учреждениях. И механизмы эти, они в том числе и в руках тех народных избранников, которые с хорошей долей, скажем так, понимания и внимания подойдут к вопросу и организуют правильно, скажем так, наладку вот этого механизма. Я думаю, что да, представители лечебных учреждений будут только за такое внимание, да? Да, ремарочку. По всей аналитике, вот, с учетом вот, аналитики, да,